Финансовая культура основана на финансовой грамотности. Она предполагает не только знания, но и ответственное отношение к финансам, поможет в формировании навыков управления личным бюджетом. В эфире национальной вещательной кампании финал 11-й республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике. В студии Екатерина Винокурова. В сегодняшнем заключительном этапе принимают участие 9 финалисток, которые стали обладателями 2 заочных этапов. И только одна из них сегодня покинет нашу студию с правом зачисления на целевое место в Финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова по направлению экономика, финансы и кредит. А наших телезрителей Олимпиада по финансам и экономике познакомит с информацией, которая поможет не оказаться в неблагоприятной ситуации и не упустить из виду что-нибудь важное при принятии финансовых решений. Министерство финансов Республики Саха-Якутия совместно с Министерством экономики Республики Саха-Якутия, Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия, Северо-Восточным федеральным университетом имени Амосова и региональным центром компетенций по финансовой грамотности Якутии представляет Республиканскую телевизионную олимпиаду по финансам и экономике. Олимпиада проводится с 2013 года и направлена на повышение финансовой грамотности, распространение финансовых и экономических знаний среди школьников, а также воспитание потребительской культуры. Телевизионная олимпиада по финансам и экономике признана лучшим проектом в Российской Федерации по работе с гражданами, направленным на повышение финансовой грамотности населения, и стала победителем в номинации «Лучшее ивент-мероприятие». К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных школ республики. Олимпиада проводится в 3 этапа. Первый этап – муниципальный заочный, второй этап – республиканский заочный, третий этап – республиканский очный. Муниципальный этап включает в себя выполнение тестов и решение задач, по итогам которых определяются победители из каждого муниципального образования Якутии. На втором этапе от участников требуется написание творческого эссе на русском языке по финансовым и экономическим темам. На данном этапе определяются 10 участников, которые допускаются к финалу. 2 первых этапа проводятся дистанционно на открытом образовательном портале СВФУ. И по итогам второго этапа Олимпиады среди учащихся 9 и 10 классов жюри выделило следующую тройку. 3-е место досталось Докторовой Саяне, ученице 9 класса Хагынской школы Вилюйского улуса. 2-е место за Шариповым Никитой, учеником 10 класса школы номер 15, город Якутск. И 1-е место у Стрекаловского Георгия, ученика 9 класса столичной Саха-Корейской школы. Все дипломы и призы ребятам будут вручены на открытии фестиваля по финансовой грамоте «Семья. Инвестиции в будущее» 21 апреля. Заключительный 3-й этап Олимпиады проходит среди учащихся 11 классов в форме телевизионной передачи на канале национальной вещательной кампании «Саха». Абсолютным победителем Республиканской телевизионной олимпиады считается участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех состязаний финального этапа. Победитель получает право зачисления на целевое место в Финансово-экономический институт СВФУ при условии успешной сдачи вступительных испытаний не ниже установленных границ ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию или иностранному языку. Итак, давайте знакомиться с финалистками 11-й телевизионной олимпиады по финансам и экономике. Сандара Амосова. Национальная политехническая средняя школа номер 2 города Якутска. Сандара учится в социально-экономическом классе. Она отличница учебы. Интерес к экономике привели девушке ее учителя и умение интересно подать предмет. Ольга Кардашевская. Средняя школа номер 20 города Якутска. Ольга у нас призер многих олимпиад, в том числе и по экономике. Эти состязания называют возможностью проявить себя и попасть в социальный лифт для школьников, которые интересуются экономическими науками. Полина Коробейникова. Средняя школа номер 15 города Якутска. Самый любимый раздел в обществознании Полины – это экономика, которая, по мнению девушки, помогает развитию не только нашего города, но и всей республики. Анжелика Никифорова.
средняя школа номер 5 поселка Айхал Мирнинского района. Анжелика считает, что экономика всесторонне развивает человека, а она хочет попробовать себя во всех сферах. Анна Ковалева, Махсагалокская школа Хангаласского улуса. Знакомство Анны с экономикой состоялось еще в средних классах, а сегодня она уверена, что, зная законы экономики, можно понять, как работает бизнес и что происходит в современном мире. Лена Наговицына, Магарасская средняя школа Горного улуса. Интерес Лены к экономике уже проявляется в деле. У девушки готовы бизнес-проекты по производству полезных эко-снеков из шоколада ручной работы. Ксения Потанина, Махсагалокская средняя школа Хангаласского улуса. Ксения планирует стать экономистом, поэтому в этой олимпиаде она нацелена только на победу. Туяра Сазонова, средняя школа номер 15 города Якутска. Туяра считает, что любая деятельность людей, связанная с материальным обеспечением жизни людей и созданием благ, это и есть экономика. Елена Титова, Национальная политехническая средняя школа номер 2 города Якутска. Елена – отличница учебы, любит фотографировать, заниматься продвижением и рекламой в социальных сетях. Специально выбрала социально-экономический класс, так как в будущем хочет стать экономистом. Итак, мы познакомились со всеми 9 участницами, финалистками телевизионной олимпиады по финансам и экономике. Теперь самое время представить вам членов жюри, которые будут оценивать наших участниц. И именно они выберут будущего студента, в нашем случае студентку финансово-экономического института. Итак, председатель жюри, первый заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия Иван Иванович Алексеев. Заместитель министра экономики республики Александр Дмитриевич Афанасьев. Заместитель управляющего отделением Национальный банк по республике Саха-Якутия Дальневосточного главного управления Центрального банка России Игорь Георгиевич Назаров. Добрый день. Директор финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета имени Амосова Анна Тимофеевна Набережная. И первый заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Федор Антонович Наговицын. Итак, уважаемые члены жюри, дорогие участницы, финал Олимпиады по финансам и экономике будет проходить в 3 тура. Во всех турах жюри может задавать какие-либо уточняющие вопросы. Слово для напутствия предоставляется председателю жюри, первому заместителю министра финансов Республики Саха-Якутия Ивану Алексееву. Иван Иванович, пожалуйста, вам слово. Дорогие телезрители, уважаемые коллеги, хочу с большой радостью поприветствовать финалистов 11-й Республиканской Олимпиады по финансам и экономике среди старшеклассников образовательных учреждений Республики Саха-Якутия. В 2019 году, 4 года назад, Олимпиада была признана лучшим мероприятием в Российской Федерации по работе с гражданами, направленным на повышение финансовой грамотности. И отрадно отметить, что интерес среди школьников к данной Олимпиаде не уменьшается, а наоборот растет. Сегодня мы определим абсолютного победителя 11-й Республиканской Олимпиады по финансам и экономике среди старшеклассников образовательных учреждений Республики Саха-Якутия. И победитель, как уже сказали, получит право зачисления на солевое место в финансово-экономическом институте Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова по направлению подготовки бакалавра «Экономика, финансы и кредит». Ну, я хотел обратиться в конце нашим сегодняшним участницам. Хочу сказать, что вы все продемонстрировали хорошие знания в области экономики и финансов, умение анализировать и излагать информацию и общую эрудицию. Желаю вам сегодня проявить все свои знания и способности по максимуму, показать свой лучший результат. Всем желаю удачи. Иван Иванович, спасибо. Что ж, желаем всем участникам, конечно же, удачи. И мы начинаем первый тур. В первом туре мы проверим вас на знание экономических терминов. Вашему вниманию будут заданы слоги, из которых вам необходимо за 2 минуты составить термины и записать их.
Оценивается количество составленных слов, которых всего 20. По итогам этого тура всего 7 участниц пройдут во второй тур. Итак, внимание на экран. Время пошло. Напомню, у вас есть ровно 2 минуты. Все, время вышло, девочки. Итак, уважаемые участницы, сейчас в порядке очереди. Каждый говорит, да, сколько слов он написал и какие это слова. Пожалуйста. Итак, первый у нас начнет Анжелика. Анжелика, пожалуйста. Кредит, криптовалюта, франшиза, дивиденд, облигация, банкомат. Коробейникова Полина. Кредит, валюта, облигация, страхование, депозит, капитал, инфляция, брокер, банкомат. Кардашевская Ольга. Кредит, страхование, валюта, депозит, инфляция, банкомат. Амосова Сандара. Рента, инфляция, дивиденд, кредитор, кредитование, валюта, страхование. Валюта, криптовалюта, франшиза, комиссия, дивиденды, информация и дивиденды и все. Наговицына Лена. Инфляция, дивиденд, криптовалюта, франшиза, рента, валюта, банковская система. Дальше. Потанина Ксения. Рента, инфляция, криптовалюта, банковская система, девальвация, валюта. Сазонова Туяра. Криптовалюта, банкомат, страхование, дивиденды, инфляция и депозит. Титова Елена. Дивиденды, облигация, криптовалюта, бюджет, кредит, инфляция, дивидендность, банкомат, девальвация, валюта и страхование. Итак, уважаемые члены жюри, наши участницы дали свои варианты ответов на определение экономических терминов. Для подведения итогов прошу, пожалуйста, высказаться. Уважаемые финалисты, по итогам первого тура у нас есть 2 участницы, у которых минимальное количество слов. Это Ковалева Анна Владиславовна и Потанина Ксения Алексеевна. Девочки, Анна, Ксения, желаем вам удачи, вы не переживайте, да? К сожалению, вы не проходите у нас следующий тур и покидаете нашу студию сегодня. Верьте в себя и обязательно добьетесь успехов. Спасибо. Ну а мы начинаем второй тур. Итак, сейчас нашим участницам будут предложены видео и задача ситуаций, которые так или иначе тесно связаны с экономикой. Каждый из вас должен объяснить, что это такое, и дать полный ответ. После просмотра видео вам дается 1 минута на размышление и на запись ответа. Только 1 минута. Далее каждая участница нашей телеолимпиады предлагает свой ответ, который должен длиться не более 30 секунд. Итак, давайте посмотрим на экран. Пацаны, смотрите, соцсеть пообещала инвесторам прибыль 950%, если мы вложимся. Че, как идея? Думаю, круто. Что, такие проценты бывают, что ли? Я еще пойду на физкультуру, а после этого, думаю в кафешку сходить. Может, вместе пойдем? Конечно, отличная идея. Девочки, привет! Вы сейчас пойдете. Я хочу стать инвестором. Чего? Я хочу занять 10 тысяч и вложиться в акции одной компании. Сейчас же инвестирую так модно, молодежно. Я завидую. А ты не думаешь, что это опасно? Нет. Итак, минута пошла. Должны объяснить, что это такое, и дать полный ответ. Время. Анжелика Никифорова. Я считаю, что инвестиции – это не всегда надежно. Если вкладываться, то нужно вкладываться в проверенные источники, и таких процентов, как 950%, не бывает. Коробейникова Полина.
Я считаю, что на видео были продемонстрированы безграмотное финансовое поведение, ведь соцсеть, какие-то инвестиции от соцсети — это ненадежно, такие большие проценты не существуют, а также опрометчивое решение занять деньги, чтобы инвестировать. Кардашевская Ольга. Инвестиция в соцсетях — это, на мой взгляд, тоже ненадежная, так как и такие проценты тоже не бывают большие. И, на мой взгляд, это еще и мошенничество. Амосова Сандара. Инвестиций с 950% не бывает. А если есть, то, думаю, это мошенники. Или же пирамида. Вложение с 10 тысячами тоже, через соцсети. Также согласна с участницами, тоже думаю, что ненадежно и небезопасно. Так. Наговицына Лена. 950% это очень много, не бывает таких больших процентов, как мне кажется. И, во-вторых, нельзя просто так стать инвестором. Вот, одолжите мне 10 тысяч рублей, я стану инвестором. Нет, это ненадежно, это опасно. Нужно инвестировать с помощью проверенных компаний. И я думаю, что такие предложения в соцсетях — это, скорее всего, мошенники. Спасибо. Сазонова Туяра. Я считаю, что первый пример нам показывает то, как люди попадаются на финансовую удочку, так как 950% это нереально, и 10 тысяч брать взаймы очень ненадежно и опрометчиво, я считаю. Спасибо. И? Титова Елена. Нам показали ситуацию инвестирования. Я считаю, что если у вас нет своего первого денег, вашего вложения, не нужно занимать денег, чтобы начать инвестировать. Проценты, более 30% это уже мошенничество, потому что... И еще одно задание нашего второго тура. Итак, я экономлю просто. Прикинул, что мой семейный бюджет состоит из 5 основных статей расходов. Коммунальные платежи, еда, одежда, развлечения и транспорт. Я уменьшил на 5% траты по каждому пункту и в результате получил 25% экономии. Вопрос. Верное ли рассуждение? Полминуты у вас есть, девушки, на размышление. Итак, время. Итак, также в порядке очереди прошу ответить на вопрос. Я считаю, что это рассуждение неверно, так как коммунальные платежи это как бы обязательные платежи, и даже если вы как-то сократите, то мне кажется, что там не получится 25%. Дальше. Спасибо. Крабенникова Полина. Я считаю данное рассуждение неверным, так как затраты могут каждый раз меняться постоянно, и экономить 25% стабильно не получится. Кардашевская Ольга. Я также считаю, что это рассуждение неверное, так как в любом случае не получится 25% сэкономить со всех 5 доходов, получается. И также будет меняться всегда затраты на эти потребления. Вот. И будет намного меньше 25%. Амосова Сандара. Тут есть постоянные обязательные затраты. Это как ЖКХ, и другие. И вот поэтому также 25% не будет. Постоянно будет меняться. Наговицына Лена. Я считаю, что это рассуждение неверно, потому что, как сказали ранее, здесь есть коммунальные расходы, это обязательный платеж, а остальные, еда, одежда, развлечения, транспорт, могут всегда меняться. То есть сумма затрат всегда может меняться, и с каждого пункта 5%, сократить 5% и получить 25% не получится. Это неверно.
Сезонного туяра, я считаю, что это рассуждение неправильно, поскольку траты, они постоянно меняются, то есть они могут быть больше, могут быть меньше, и 25% удерживать просто не получится, поскольку коммунальные услуги – это обязательный платеж, можно лишь уменьшить траты на остальное. Титова Елена, я считаю, что это утверждение неверно, потому что если с каждого пункта убрать по 5%, у нас никак не получится всего экономии 25%. Наша зарплата, наши деньги состоят из расходов и доходов. И экономия 25 не получится, потому что всегда меняются наши потребности и да. Уважаемые члены жюри, напомню, что вы также можете задавать дополнительные какие-либо уточняющие вопросы. Если они есть, то пожалуйста. Такое мнение, что в самом начале наши выступающие как-то увели нити рассуждения немножко не в ту сторону, в которую должны были прийти. В принципе, здесь речь идет вообще просто об арифметическом действии. То есть если у нас имеется определенные статьи расхода, имеется экономия 5% по каждой из них, то вы не должны были пойти по ложному следу и сказать, что 5% умножаем на 5 статей расхода – это 25%. Потому что расходы они в итоге не должны были превысить те же 5%, которые они есть по каждой статье. То есть ваши рассуждения в этом этапе, к сожалению, у всех наших участниц, они были некорректными. А я напомню, что по итогам второго тура, этого тура, у нас останется только 5 участниц. Итак, для подведения итогов второго тура я хочу передать слово Анне Тимофеевне. Напомню, что сейчас, уже через несколько мгновений, в нашей студии останется всего 5 финалисток. Анна Тимофеевна, пожалуйста. Мы достаточно долго совещались по оцениванию заданий второго тура. Результаты были практически очень ровные, потому что идеи, которые были высказаны предыдущими ораторами, конечно же, подхватывали следующие и так далее. Но, по крайней мере, во всех этих высказываниях были точно подмечены то, что таких огромных процентов быть не может, что это похоже на пирамиду или мошенничество. И, конечно же, очень импонировало то мнение, что на заемные средства инвестировать достаточно неумно. И, конечно же, жюри достаточно долго считало ваши баллы, потому что результаты, повторюсь, еще достаточно ровные. И получилось, что, к сожалению, минимальные баллы у нас получили Наговицына Лена и Сезонного туяра. К сожалению, девушки, вы не проходите в третий тур. Девушки, ваша гонка, к сожалению, завершается, но не переживайте. У вас все еще впереди, и все только начинается. Спасибо вам за участие. Мы начинаем третий решающий тур. Спич финалиста. Тема третьего заключительного тура – финансовое поведение, личное дело каждого. Какая связь микроэкономики с макроэкономическими процессами? Под финансовым поведением в широком смысле понимается поведение домохозяйств или индивидов, связанное с получением и расходованием денежных средств. Это различные виды финансовой активности граждан, к примеру, финансовое планирование, сбережения, инвестиции, страхование, кредитно-заемное поведение, денежные игры, покупка и продажа товаров и прочее. Итак, у нас 5 участниц. Каждой для выступления дается по 1 минуте. И давайте у нас начнет первой Лена Титова. Пожалуйста, Лена, на серединку. Титова Лена. В наше нестабильное время нужно рассчитывать, серьезно относиться к своим финансам и расходам. Самое важное – это наше отношение к деньгам. Нужно себя в первую очередь дисциплинировать, следовать своим планам. И самое главное – это финансово грамотный человек не должен работать, а деньги должны работать за него. То есть у каждого человека должен быть пассивный доход.
все мы хотим покупать крутую одежду, носить, ходить в рестораны, но чтобы достичь этого, мы должны себя дисциплинировать и быть очень терпеливыми, ведь деньги приходят только через труд. Мы должны управлять собой, и все зависит от нас самих. Например, родители нам дают 2000 рублей, мы сами можем удвоить эту сумму, пойти работать летом, или наоборот же, мы сами решаем это. Нужно быть дисциплинированным и строить планы. Спасибо, Лена. Так, дальше. Есть вопросы, может быть, у нашего жюри? Да, Лены. есть вот вопрос. Ага. А пассивный доход, Елена, вы что вот подразумеваете под этим? Пассивный доход – это, например, аренда дома. Вы ничего не делаете, вы не работаете, вы не имеете зарплаты, но деньги к вам приходят. То есть, да. Понятно. Сандара, пожалуйста. Амоса Сандара. Время пошло. Каждый выбирает сам, куда ему вложиться, куда внести свои деньги. А также, работая каждый день, мы также делаем вклад в свое будущее, платя этим налоги. Ну, есть 3 вида финансового поведения. Это сбережения. Очень много разновидностей. Это сбережения, инвестиции. Очень многие, не доверяя коммерческим банкам, вкладывают в недвижимость или на личном доме хранят. Все. Сандара, может, вопросы есть, да? Можно вопрос? Ага, Сандара, пожалуйста. Вот лично ваше мнение по направлению сбережений, все-таки банковский вклад или недвижимость? Вы сейчас вот только что проговорили, но интересует ваше мнение. И почему? В данное время я положила бы свои деньги в недвижимость, потому что из-за санкций не так выгодно в банк вложить. Спасибо. Спасибо, Сандара. Дальше у нас Ольга Кардашевская, пожалуйста. Кардашевская Ольга. Финансовое поведение – личное дело каждого. Каждому человеку каждый день приходится выбирать большие или маленькие решения. Например, пойти погулять или купить надо ли купить мороженое. И это отразится на нашем кошельке, либо не отразится на нашем кошельке. Либо мы потратим деньги, либо не потратим деньги. И когда мы выбираем решение, мы подразумеваем достичь какой-либо цели. И, например, мое главное правило, я думаю, главное правило финансового поведения человека – это правильное распоряжение своих решений, принятых решений. А также грамотный финансовый человек, он правильно распоряжает свои желания, потребности. Также можно делать вклад на финансовую подушку безопасности, либо на большую покупку, или на старость. Есть несколько утверждений. Есть, например, любой человек может свое финансовое поведение улучшить, либо хотя бы приблизить к лучшему, да? И это все зависит от самого человека, как он будет это на себе показывать, как он будет себя улучшать. И каждый может достичь своих целей. Время заканчивается. Да. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Есть ли вопросы у наших членов жюри? Уточняющие. Вопросов нет. Спасибо, Ольга. Далее, пожалуйста. Коробейникова Полина. По моему мнению, финансовое поведение каждого – это их личное дело. Например, в нашем современном мире развелось множество блогеров, финансовых аналитиков, которые раздают множество советов, как поступать с деньгами. И многие люди, не имея достаточного финансового опыта,
решают следовать этим советам, но не задумываясь о том, как эти советы могут отразиться на их конкретной ситуации. Ведь толковый план, разработанный индивидуально под какую-либо проблему, под какой-либо запрос, для одного человека может быть полезным, а для другого обернуться полностью крахом. Поэтому, прежде чем следовать каким-либо финансовым советам, нужно хорошо подумать, как этот совет может подойти под вашу конкретную ситуацию. Также финансовое поведение человека – это про отстаивание своих личных границ. Друзья или родственники слишком часто хотят помочь вам, как распорядиться с деньгами. Для того, чтобы как-то с этим справиться, нужно твердо, но вежливо уметь говорить «нет». К примеру, ситуации для каждых людей бывают разные. И невозможно подобрать такой совет уникальный, который бы подошел под каждую финансовую проблему. Спасибо за внимание. Вопросы? Угу. Пожалуйста. Подход очень риск-ориентированный. Вот кому тогда можно довериться и где источники достоверные по тому, каким образом планировать, финансовое планирование делать, поведение свое менять? Я считаю, что нужно обратиться к конкретному специалисту, который, возможно, за деньги сможет разобрать вашу финансовую ситуацию, вашу проблему и помочь вам. Так, спасибо. Все. И последняя, пятая финалистка Анжелика, пожалуйста. Никифорова Анжелика. В настоящее время в России у населения растет интерес к финансовому поведению, ведь этого требует сама жизнь. Неправильное использование экономических знаний может обернуться для граждан тем, что снизится их уровень дохода и благосостояния. Но все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, Российская Федерация, она дает право на частную собственность и право свободно распоряжаться этой собственностью. Во-вторых, каждый имеет право распоряжаться доходами, полученными из разных источников. Как заработать, куда вложить и как сохранить, все это человек решает сам. А в-третьих, я предлагаю следующий рецепт, состоящий из нескольких шагов. Тратьте меньше, чем зарабатываете, учитесь экономить, диверсифицируйте свои риски, обеспечьте безопасность своих средств. В первую очередь удовлетворяйте базовые потребности и ищите источники пассивных доходов. Всего эти несколько базовых правил, они помогут вам создать финансовую подушку безопасности. Желаю вам достатка. Если есть вопросы, вопросов нет. Итак, мы прослушали всех 5 финалисток 11-й телевизионной Олимпиады по финансам и экономике. И буквально через несколько мгновений наступит тот самый долгожданный момент, когда кто-то из этих 5 замечательных, очаровательных участниц получит право зачисления на целевое место в финансово-экономическом институте Северо-Восточного федерального университета. Итак, наша 11-я по счету телевизионная Олимпиада по финансам и экономике подходит к концу. Имена победителей уже определены. Но прежде всего позвольте озвучить, кому по итогам этого состязания предназначены специальные призы. Итак, слово предоставляется нашим спонсорам. Дорогие участники, вы все молодцы. Последнее задание ваше было, наверное, самым сложным из этой Олимпиады. Мы оценивали многие показатели, и вот я лично для себя, как представитель министерства здесь, отметил своим специальным призом, получается, Коробейникову Полину за то, что в своем выступлении обозначили, что некоторым людям советы могут быть как и в пользу, а кому-то они могут быть в крах. Мне это прям понравилось, и вот позвольте вручить вам сертификат. Итак, сертификат 25 000 рублей, да? Полина, мы тебя поздравляем. Молодец. Угу. Так, пожалуйста. Так, уважаемые участницы, дорогие коллеги, жюри, организаторы, во-первых, всех хочу поздравить от имени Алмаз-Альгент-банка с проведением этой Олимпиады. И для нашего родного республиканского банка
повышение финансовой грамотности населения является одним из приоритетных направлений, поэтому мы с радостью принимаем приглашение участвовать в подобных мероприятиях. Мы давно партнеримся с образовательными учреждениями и сегодня хотим поблагодарить за возможность участия и быть партнером. И хотел бы отметить нашу участницу, которая по итогам второго тура выбыла, но по решению жюри общему, и Анна Тимофеевна больше всех, наверное, болела, Наговицыну Лену Александровну отметить спецпризом от имени Алмаз-Альгенбанка. Это планшет iPad. Планшет iPad получает. Лена, молодец, мы тебя поздравляем. Угу. Так, Игорь Георгиевич, пожалуйста. Уважаемые финалистки, как вы знаете, функция Центрального банка, одной из функций заключается это повышение финансовой грамотности. Вы все продемонстрировали глубокие знания, я не побоюсь этого слова, финансовой грамотности. Я надеюсь, что время, затраченное вами в этом конкурсе, запомнится вам на всю жизнь. Поэтому желаю вам развиваться, повышать свою финансовую грамотность, ставить перед собой амбициозные цели и достигать их. Удачи вам. Спасибо. Ну что, и мы предоставляем слово председателю нашего жюри Ивану Ивановичу, который объявит финалистов второй и третьей степени. А также хочу отметить, что все наши финалистки получают памятные призы от регионального центра компетенций по финансовой грамотности нашей республики, а также от Министерства экономики. Так, Иван Иванович, пожалуйста. Дорогие финалистки, нам, как жюри, было очень трудно выбрать 3 победителей, так как вы все для нас являетесь победителями. Финансовая грамотность, она нужна каждому человеку. У каждого из вас будет семья, ваш личный семейный бюджет. Вы будете планировать свои расходы, доходы. У вас впереди долгий путь, университет, потом трудовая деятельность. И те навыки, знания, которые вы сегодня узнали, они вам послужат хорошим фундаментом вашей дальнейшей жизни, чтобы у вас финансовые компетенции, навыки только увеличивались, вы правильно принимали решения, ваши доходы росли, и вы, ваша работа, ваша творческая или любая другая деятельность послужила во благо развития нашей республики и нашей страны, Российской Федерации в целом. И разрешите мне зачитать диплом 3-й степени. Призера Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике для старшеклассников образовательных учреждений дипломом 3-й степени награждается Никифорова Анжелика Афанасьевна. Анжелика у нас получает, помимо диплома, получает смарт-часы. Поздравляем. Так. Дипломом 2-й степени нашей Республиканской телевизионной олимпиады награждается Коробейникова Полина Тахировна. И Полина у нас получает смартфон. Так. И победитель 11-й Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике для старшеклассников образовательных учреждений Республики Саха-Якутия награждается Карташевская Ольга Сергеевна. Также Ольге вручается сертификат, что она является обладателем целевого места обучения в финансово-экономическом институте Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова по направлению экономика, финансы и кредит. А также наш приз – поздравляем, планшет. Спасибо. Приз планшет. Оля, мы тебя поздравляем. Пожалуйста, слово победителя, да? Поздравляем. Все. Так, Оля, пожалуйста. Очень волнительно вообще. Спасибо всем участницам, жюри, всем. Я очень рада, что я тут присутствую сегодня именно. У меня еще сегодня день рождения. Ух ты! Да, сегодня двойной праздник. Я очень рада. Всем спасибо большое. Да. Оля, молодец. Да, молодец. искренне рада просто.
Это не слезы описать словами. счастья. Оля, спасибо большое, ты молодец, ты сделала это. Ты заслуженно получаешь сертификат на поступление, да, на целевое место в Северо-Восточный федеральный университет. Поздравляем. Еще раз. Ну что ж, на этом наша 11-я телевизионная олимпиада по финансовой экономике подходит к концу. Мы благодарим всех ребят, всех участниц, кто принял участие в этих отборочных, сложных турах. И всех тех, кто сегодня в эфире национальной вещательной компании боролся в финальных состязаниях. Наша телевизионная олимпиада подходит к концу. Скоро выпускные. Так что, девушки, готовьтесь. И ни пуха вам, ни пера. Молодцы.